Вы когда-нибудь пробовали не пользоваться поисковыми системами? Хотя бы неделю, пользуясь при этом интернетом? Вы вообще когда-нибудь задумывались, насколько сильно наша жизнь срослась с поисковыми системами? И, кстати, в этом нет ничего плохого. Интернет – это бескрайние поля информации. Чтобы собрать полезный урожай, нам нужен инструмент. Современные поисковики вроде Google – это настоящий комбайн. Плохо то, что этот комбайн пытается манипулировать нами, глубоко проникая в наше сознание. Всем привет, салям алейкум, вы смотрите Джанлы Шоу. Сегодня раскрываем все тайны поисковых систем. Теома, Альта-Виста, Магеллан, Гигабласт. Знакомые названия? Нет. Наверняка вы сейчас попробуете загуглить. Сейчас вообще вряд ли кого-нибудь можно удивить фразой вроде «загуглить в Яндексе». Лет 20 назад юзеры тогдашнего интернета могли спокойно загигабластить или замагелланить нужный запрос. Это действительно кринж, это торжество кринжа. В 90-х годах в мире существовали десятки поисковых систем. На рубеже тысячелетий некоторые из них не пережили первый крупный экономический кризис интернет-коммерции. Но даже, например, в 2005 году средний пользователь должен был задуматься и выбрать, в каком поисковике стоит сделать свой поисковый запрос. Уже в 2006 году глагол Google, то есть загуглить, вошел в толковый словарь Merriam-Webster. Компании Google понадобилось 5 лет на то, чтобы стать лидерами рынка, что стало точкой отсчета. В 2001 Google запатентовал поисковый алгоритм PageRank, созданный Ларри Пейджем. В нулевых внедрение этого алгоритма стало очень серьезным шагом на пути превращения хаотичных данных интернета в действительно упорядоченное пространство. Слушай, а ловко ты это придумал. Я даже вначале не понял. Благодаря PageRank поисковик Google начал выдавать результаты по запросу пользователя, отталкиваясь от важности, значимости и авторитетности любого сайта. Конечно, этой одной конкретной инновации недостаточно для того, чтобы завоевать рынок. Google всегда развивался. Система поиска по изображениям, голосовой поиск на смартфоне, создание своего собственного популярного браузера Chrome и многие другие действительно крутые вещи. Результат – доля Google в мировом рынке поисковых систем превышает 90%. Конкурентам достаются считанные крохи. Яндекс, будучи даже старше Google, охватывает менее половины российского рынка, а в других странах он вообще практически не знаком и неизвестен. Да что же ты такое? Яндекс. А Bing от Microsoft имеет относительно значимую аудиторию только в США. При этом речь идет всего о примерно 20% американского рынка. Когда-нибудь все это может измениться. В истории интернета часто случались почти фантастические бизнес-события. Но реальность такова. Google остается монополистом рынка поисковых систем. Наличие монополиста – вещь неоднозначная, и это всегда означает кучу как минусов, так и плюсов. Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду. Естественно, мы говорим о так называемой открытой монополии, которая существует за счет условно-честного лидерства и конкурентной борьбы. Однозначный плюс компании-монополиста – использование колоссальных денежных средств и постоянное внедрение инноваций. Как писал британский футуролог и фантаст Артур Кларк, любая достаточно развитая технология неотличима от магии. Это особенно заметно, если мы говорим о рынке информационных технологий. Как эта магия работает? Все очень просто. Представьте, что у нас есть город средних размеров под названием, скажем, Чевенгур. Там проходят местные выборы и есть, допустим, Иван Вадимович, директор умеренно крупного государственного предприятия, которому результаты этих выборов очень интересны. Иван Вадимович включает компьютер. Он мог бы искать через Яндекс или Mail.ru, чтобы поддержать российского производителя, но он пользуется браузером Chrome, поэтому искать он будет через Google. За несколько часов до этого сайты местных СМИ выложили у себя именно ту информацию, которая будет интересна Ивану Вадимовичу. Программа типа краулер, так называемый Google Bot, сканирует сайты раз в несколько дней. Как раз очередное сканирование совпадает с обновлением данных про выборы. Google Bot скачает главную страницу газеты «Наш Чевенгур» и отправит ее на сервер Google. Во время сканирования Google Bot учтет ключевые слова и новизну контента. Как раз на сайте «Наш Чевенгур» будут висеть свежие новости по актуальной теме. Иван Вадимович введет в поисковую строку слова «выборы» и «Чевенгур». Здесь сработают алгоритмы, отвечающие за персонализацию.
Создается так называемый пузырь фильтров – разновидность информационного пузыря, в котором находится пользователь поисковика. То есть Google, во-первых, учтет местонахождение Ивана Вадимовича в городе Чивенгуре. За нами следят. Особенно вон тот с усами, видите, следит. Во-вторых, Google учтет личные предпочтения Ивана Вадимовича на основе его собственной активности, поисковые запросы, посещение сайтов и переходы по ссылкам. Здесь работает принцип «если тебе понравилось то, значит тебе понравится и это». Иван Вадимович раньше посещал только провластные сайты. Поэтому на первой странице Google поиска в браузере Ивана Вадимовича не будет показаны статьи о выборах, выложенные на оппозиционных сайтах типа «Свободный Чивенгур», с подробной информацией о том, что здесь замешан Иван Вадимович, который не только вор, но еще и фальсификатор выборов. Хайпанем немножечко. Это очень важно, потому что 3/4 пользователей интернета смотрят только первую страницу результатов поиска по своему запросу. Ситуацию можно представить иначе. Известный криминальный журналист, интересующийся коррупционными скандалами, загуглит одновременно с Иваном Вадимовичем тот же самый запрос со словами «выборы» и «Чивенгур». Но журналист живет в Москве и смотрит только оппозиционные СМИ. Поэтому в начале первой страницы поиска он получит разгромную статью, в которой расписаны все скандалы о выборах и персонажа по имени Иван Вадимович. Что случилось? Каждый человек делал запрос, используя самые простые слова. Каждый человек быстро получил результаты, каждый человек получил подробную информацию, точную и емкую. Каждый человек получил именно ту информацию, которая ему интересна и подсознательно нужна именно ему. Вот и вся магия. Манипулирование. Да, современные технологии становятся все более похожими на магию. Чем круче технология, тем более она сложна и непонятна для большинства людей. Чем круче технология, тем меньше тех, кто понимает, как она работает. Поисковые системы – идеальный пример такой ситуации. Алгоритмы их деятельности знают и понимают только профильные специалисты и отдельные энтузиасты. Несколько процентов населения. Каждый пользователь интернета может манипулировать кем-то или всей системой. Каждым можно манипулировать. Как этого избежать? Может быть, загуглить? Или у вас есть альтернатива? Жду ваших комментариев, пишите, что вы думаете обо всем этом. И не пропустите новый эпизод.